Днем рождения кыргызского кино считается 17 ноября 1941 года. В этот день был подписан указ о создании Фрунзенской студии кинохроники, позже переименованный в Кыргызфильм. Сейчас она носит имя знаменитого режиссера Таламуша Акеева. Конечно, зачатки будущего кыргызского чуда появились намного раньше. В 1927 году на территории Кыргызстана был снят фильм «Крытый фургон». Таким образом, первой художественной ленте Кыргызстана 89 лет. Снялась в ней Айша Карасаева, супруга знаменитого филолога-тюрколога Кусейна Карасаева. Кстати, в то время было нонсенсом, что женщина снимается в кино, как, впрочем, и само кино. Фильм, отметим, был черно-белым и немым, а вот первое кино в цвете было снято в 1955 году под названием «Салтанат». Вскоре кыргызский кинематограф достиг своего апогея. Большинство фильмов в то время снималось по произведениям Чингиза Айтматова. Приезжали в Кыргызстан и кинодеятели со всего Союза, которые также внесли большой вклад в развитие отечественного кино. Самыми первыми режиссерами в стране были девушки, рассказывает киновед Гульбара Таламушева. Фатима Мамуралиева и Диля Турузбекова в числе первых окончили знаменитый ВГИК. И только потом уже Акеев, Шамшиев, Видугерис, с именами которых связывает феномен киргизского чуда. Болот Шамшиев, отметим, ровесник отечественного кинематографа. Запустился с «Выстрелом в перевале Караш». Это экранизация произведения казахского писателя Мухтара Оязова. Да? Он знал наизусть, он говорит. Я этот сценарий написал, говорит, по памяти. И эта картина, вот она постоянно с неслабевающим вниманием смотрится. Он открыл в этой картине Сюймекула Чокморова. И это его первое появление, это звездная, значит, роль, и все помнят, как он легко вскакивает, да, на коня, и всегда, значит, люди хотят узнать, сколько было дублей, да, но Болотович как бы не раскрывает эту тайну. Чорубек Думанаев хорошо помнит, как работал конвейер кинематографа, куда он попал случайно. Играл во дворе музея Фрунзе со своим братом. Там раньше располагался драматический театр, и в тот момент туда приехала съемочная группа фильма «Улица космонавтов». Шел подбор мальчишек на роли. В состав попал и Чорубек Думанаев. И с тех пор он не расстается с миром кино и театра. Сами знаете, назывался «Киргизское чудо» фильм. Почему? Потому что фильмы были достойными. Фестиваль – это не игрушка. Фестиваль там выбирает отбор специальный. Вот. А главное – это зрители. Вот, зрителям нравятся те фильмы, которые снимались в 70-е, 80-е, 90-е. Почти во всех фильмах я снимался. Работая с такими актерами, как Чокморов, Бейшеналиев. Ну, сами знаете, смотрели фильмы. Камера! Есть! Кадр 133, дубль 6. После развала Советского Союза отечественное кино вновь начало подниматься лишь к середине нулевых. Снимаются новые фильмы, многие из них получают престижные награды. Как говорит киновед Гульбара Таламушева, профессия кинематографиста и сейчас одна из самых популярных. Анастасия Соболева, Урмат Аканбекулу, НТС.